Здравствуйте, это программа «Интервью», и у нас в гостях заместитель председателя Госсобрания Республики по бюджету Ильгам Галин. Ильгам Илюсович, здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители. Ильгам Илюсович, расскажите, пожалуйста, прошедшие майские выходные, 1 мая, 9 мая, что, соответственно, какие мероприятия были проведены? Традиционно партия наша отмечает 1 мая, День труда. У нас под лозунгом «Мир, труд, май». Мы возлагаем цветы, благоустраиваем памятники, скверы, сажаем деревья и, конечно, традиционно проводим маевку. Мы еще помним, наше поколение еще помнит традиционные, помните, шествия, митинги. Мы с родителями выходили, махали маленькими флажками, кто-то большими транспарантами, шли и радовались жизни. И также мы отметили юбилейный год, 80-летие Дня Победы. То есть мы отметили как ветеранов и тыловиков, всех поздравили индивидуально, наши депутаты, то есть продуктовый набор, юбилейный медаль 80-летия. Почти здесь в Уфе осталось всего 43 ветерана. Почти ко всем мы сходили, лично поздравили. В регионах, то есть то же самое. То есть в районах и в городах в остальных. Стерлитамак, Октябрьск, Нефтекамск, тоже наши коммунисты, депутаты, в том числе тоже наших ветеранов поздравили. Я хочу сказать, нам повезло, мы потому что можем общаться с ветеранами, можем узнать многое о них, и они многое рассказывают. Они еще, многие из них в трезвом уме, как говорится, и много что можно у них поучиться. Также мы готовимся к празднованию Дня пионерии, 19 мая, который у нас пройдет. Мы сейчас выбираем кандидатов, которые вступят в пионеры. Разговариваем, конечно, в первую очередь с родителями, потом учителями, с директорами школ и, в конце концов, уже с самими учениками. Ученики, конечно, сейчас, которые желают вступить в партию, изучают гимн, устав. Я им рассказываю про газету. У нас в детстве была газета «Пионерская правда». Ильгам Илюсович, вот расскажите, охотно ли молодежь к вам присоединяется в ряды партии как раз? Сейчас присоединяется охотно. Потому что, во-первых, видимо, от родителей много узнают, как было во время Советского Союза, просыпается здоровый интерес. И также мы им помогаем ведь тоже, даже в учебе. Иногда мы подключаемся, допустим, берем подшефство человека, да, и подтягиваем его в учебе. Пытаемся, по крайней мере, что-то получается, что-то нет, да, устраивать на работу, дальше в учебные заведения. И мы уже их ведем практически. Они общаются с нами, потом пионерии, комсомолы, и дальше уже в партию мы их принимаем уже готовыми, зрелыми людьми. Прям все как в Советском Союзе, можно сказать. Почти, да. Заметьте, мы уже левый крен сделали, левый поворот произошел. Победа знамени, красное знамя победы, с 18 года мы его вносили. Вот хотел уточнить, вот вы общаетесь с молодежью, вот чем они все-таки отличаются? Они такие же, как мы, или все-таки другие уже люди? Вы понимаете, они историю практически не знают. Я давно говорил, с 1 класса надо Лермонтова и Пушкина изучать. У нас даже этих букварей-то нет. Сейчас все надо делать заново. Конечно же, мы в ручном режиме будем патриотическим воспитанием заниматься. Мы вот, когда в школы ходим, да, ведь зацепить историю Юрия Гагарина, или там зацепить каким-то академикам или научным сотрудникам, да, в советское время тяжело наших предпринимателей. Начинаешь про астронавтов рассказывать или про Илона Макса, то цепляешь их. Надо подумал я, проводить параллель. Кто такой космонавт, кто такой астронавт. Вот тогда мы их можем зацепить. Если сейчас мы молодежь поддержим, то у нас есть будущее. То есть героями из республики, из России. Конечно, да, конечно. У нас вот сейчас со СВО возвращается очень много героев. Вот сейчас идет конкурс герои Башкортостана, да. У меня товарищ там участвует. Вот последний конкурс он выиграл, как говорится, сейчас он приедет на собеседование. Вот на ярком примере я его приглашаю
в любое учебное заведение и рассказываю про него, как он воевал, потом он сам рассказывает, и, дарим Знамя Победы. Конечно же, вот на такой патриотической ноте, да, мы молодежь повернем. Вот говоря о патриотической работе, о публичной работе, вот что делают законодатели от партии КПРФ, Госсобрания, вот что было сделано в апреле, вот в начале мая, вот в середине мая, вот какие были обсуждены все-таки инициативы, какие внесены предложения, расскажите. На сегодняшний день мы с первого дня нового созыва внесли около 7-8 законопроектов. Какие? Законопроекты «Башкирский гектар», там, социальные выплаты нуждающимся семьям во время учебных, ну, то есть к 1 сентября. Ну и многое другое. Я сейчас практически там не сильно помню. 7-8 законов внесли. А все-таки какие-то есть социальные, я имею в виду социально значимые, я имею в виду по льготам? Вот социально значимый «Башкирский гектар». Во всех, почти во всех, да, московский гектар есть, Владивосточный, по-моему, гектар есть, да, Костромской, Питерский и так далее и тому подобное. А Башкирии нету. Мы из этих регионов, я все законы изучил, и самые лучшие взял, и мы внесли вот этот законопроект. Экспертный совет прошел, много вопросов задали. Доработать его надо. Если вот этот законопроект заработать, то у нас и инвесторы появятся. А проще говоря, суть этого законопроекта – это предоставление земли и предпринимателям или физлицам? Вот всем. Это особенно вот касается нас депрессивных районов, то есть откуда люди уезжают практически. У нас много районов таких есть, в виде Аскина, там, и там, вот, Бурзян и так далее и тому подобное. Да, и там бы мы специалистам предоставляли бы без проволочек башкирский гектар. Хочешь, на, получи, обрабатывай. А в скором времени заседания, я имею в виду Госсобрания, я имею в виду депутаты Госсобрания уйдут на каникулы, соответственно. Вот до каникул какие-то еще инициативы предлагаете? Что хотите предложить именно конкретно? Расскажите. Ну, сейчас вот эти законопроекты, которые мы последние внесли, да, ведь внесли правительство народного доверия, вот я внес, да, ведь он пока у экспертов находится, они изучают. Если у экспертов выйдет заключение, конечно, мы его внесем в Госсобрание. Либо отзовем, доработаем, дальше внесем. А в чем суть его, вот этого правительства народного доверия? Ну, то есть парламентские партии будут сами предлагать правительство, ну, в составе, допустим, большинства «Единой России», потом идут КПРФ, справедливые, то есть ЛДПР или справедливые. На ваш взгляд, что это даст? Вот, ну, это даст, во-первых, ну, хочу сказать, ну, пусть нашу демократию. Пусть нашу демократию. Почему бы министром не может быть коммунист? Почему бы министром не может быть член Единой России? Члены Единой России есть, конечно, член Справедливой России, ЛДПР и так далее и тому подобное. Потому что во всех партиях есть у нас умные, грамотные, молодые люди, которых надо все равно обучать, двигать дальше. Они же наши граждане республики, наши граждане России. Чтобы они не уезжали у нас. Вот сейчас у нас много людей уезжает на вахту, да ведь? Ну, вахтовиков у нас много, практически. А они должны, конечно, работать у себя на родине. Так бы было бы лучше. Но мы не можем обеспечить их рабочими местами, чтобы они достойно получали зарплату. А надо добиваться этого. А вот какие планы все-таки у сторонников партии и, соответственно, депутатов Госсобрания КПРФ, я имею в виду летом, период каникул? Вот я имею в виду, какую работу будете проводить вот с людьми и с жителями Башкортостана? Ну, вот по себе могу сказать, да, я работаю в ручном режиме. Есть у меня сайт, своя почта есть, да, ведь любой мой избиратель с моего округа, да, ведь, ну, даже уже с республики ко мне обращаются, да, со своими проблемами, особенно по СВО, там, найти не могут, там, погиб и так далее. Да, находим вместе с военкоматом, вместе с родственниками, мы находим, я всегда у них на связи. Потом, конечно же, у меня первая задача будет патриотическое воспитание молодежи. То есть я планирую, по крайней мере, посещать летний отдых, где вот, допустим, бывшие пионер-лагеря, которые уже летом там будут отдыхать наши дети. Проводить какие-то открытые уроки. Что их заинтересует? Практически. Что их заинтересует? Вот я последний раз рассказывал про клонирование животных.
Вот изучил, наверное, в будущем клонирование людей тоже будет. Почему-то животных клонируют, а людей тоже, наверное, будут клонировать в конце до концов, хотя бы органы. Как-то необычно, если честно. Почему? Ну, интересно такое направление, вот то, что вы сейчас сказали, то, что вот сначала вот, то есть, вот, на животных, потом на людей. Вот. Ну, если уже на животных клонируют, я думаю, потихонечку перейдут и к людям. То есть начнут клонировать органы. А вот у меня вот такой вопрос. Вы на какую аудиторию будете больше работать, я имею в виду, и на молодежь, и на средний возраст? То есть у вас, я имею в виду, в поле зрения все жители Бошкот в основном? В основном 70% молодежь. Сейчас, если молодежь мы не воспитаем правильно, то они родину будут любить только за деньги. А патриотизм в этом не заключается. Мы же маму за деньги не любим, правильно? А они должны родину любить не за деньги. Поэтому патриотический долг у них должен быть. Разве приятно, когда Башкирия обучает студентов в школе, в институте, и потом в каком-то времени он собирается и уезжает в Москву или в Казань? Ну и, как вы говорили, прививать культуру также. Конечно, конечно. Читали много художественной Да. литературы, знали еще русскую классику, там, допустим, не знаю. И спортом занимались. Обязательно ГТО. Хотя бы с этого начать надо. Обязательно ГТО. Потом мы в школах должны обязательно обучить сбор автомата Калашникова. Я так думаю, по крайней мере. Это мое сознание. Вот это и называется патриотическое воспитание. Не так вот в учебнике смотреть, а дать на его автомат Калашникова, завязать глаза, и за 40 минут, за 40 секунд он должен разобрать и собрать. Благодарю, Ильгам Илюсович, за беседу. Будем надеяться, что ваши сторонники и в целом представители партии будут дальше работать, соответственно, и созидать на благо республики. Благодарю за беседу. А я напомню, у нас в гостях был заместитель председателя по бюджету Госсобрания Республики Ильгам Галин. Это была программа «Интервью». До свидания, до скорой встречи.